1912 году на углу Торговой и Кондукторской улиц, ныне улица Айдгылара и Басаря, купец первой гильдии, табачный промышленник, председатель Сухумского эллинского общества Христофор Самуриди по проекту архитектора Модраха построил двухэтажное здание виллы. Интерьер особняка был расписан популярным в те годы художником-декоратором Пигитом. В 1915 году здание виллы купил промышленник, эшерский князь Джото Чачба, преуспевающий бизнесмен. У него была жена, тоже из княжеских кровей, Майона Ачба, и двое сыновей. После того, как советская власть отобрала его особняк, он со своими детьми уехал в Турцию, оставив жену присматривать за его больной матерью. Джото надеялся, что жена присоединится к ним позже. Однако железный занавес между странами в советское время не позволил этому осуществиться, а вскоре абхазский князь умер и был погребен в Турции. Жена, не имея весточки от своей семьи, 40 лет прожила в одиночестве в Сухуми и тоже умерла уже в советское время. Старший сын Джото, Михаил, стал бизнесменом во Франции, дожил до глубокой старости, а младший, Дзыка, уехал в США и стал одним из первых актеров Голливуда. Однако умер в молодом возрасте. Вот такая невеселая история хозяев этой виллы. Рассказывают, что Джото Чачба на коне взбирался на второй этаж по крутой мраморной лестнице, а в фойе виллы висела кованая люстра, которую перед установлением советской власти в Абхазии Майона Ачба успела продать Сухумскому кафедральному собору. В 1920 году здание было муниципализировано. Здесь располагался ЦИК СССР Абхазии. На втором этаже находился кабинет председателя ЦИК Нестора Лакоба. Впоследствии здесь располагался Совет министров Абхазской АССР, а в конце 80-х – союзы писателей, композиторов и другие творческие и общественные организации, в том числе общественно-политическое движение Айдгылара. Сразу после Отечественной войны здесь временно располагалась администрация президента Республики Абхазия, а уже с 1996 года Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия. Сабина, мы с тобой стоим на улице Басаря у самого красивого, на мой взгляд, здания, посвященного, я бы так сказала, сухумскому модерну. Но прежде чем мы начнем об этом говорить, ведь сухумский модерн отличается от модерна Европы. И вот расскажи нам, что ты думаешь об этом. Да, я хочу сказать, что сухумский модерн, как и в принципе во всем мире, то Европа, Америка, Россия, везде он отличается. И название, естественно, тоже отличается. Где-то он в Италии, например, Либерти, во Франции Ар-Нуво, стиль Глазго мы знаем, в России модерн, ну, естественно, у нас тоже модерн, но, конечно же, он отличается. И я бы хотела сказать, наверное, потому что модерн, когда зарождался в конце 19 века, в Абхазии, естественно, его еще пока не было. Да, и когда в Европе, он же просуществовал очень короткое время, и когда в Европе он уже уходил на нет, так скажем, в Абхазии он наоборот, да, его была наоборот эпоха возрождения модерна, можно так сказать, в Абхазии случилась. Это как раз там 12-14 года, а в Европе в 2014 году он уже уходил. Вот. И, естественно, в Абхазии он более умеренный, сдержанный, я бы так сказала. Декор фасадов и интерьеров очень такие, очень сдержанные, я бы сказала. И еще модерн, я хочу отметить, скорее всего, у нас он более такой функциональный в плане внутренних интерьеров. Вот. Ну и в плане внутренних убранств он тоже более сдержанный, что не скажешь о модерне в Европе, например. Да, и вот, конечно же, он имеет особый колорит в Абхазии, свой. Я бы даже сказала, без каких-то особых излишеств, да, он именно сдержанный модерн. Ну и, наконец, вот житель Абхазии и турист, который приезжает сюда,
подойдя вот сюда на перекресток, видит перед собой здание. Композиционно, как выстроил вот это все-таки уникальное сооружение? Ну, прежде чем сказать пару слов об этом здании, хотелось бы еще отметить, что вот в Сухуми конкретно мы встречаем, конечно же, модерн, но в чистом виде модерна, вот как мы знаем, есть примеры в Европе и в России, например, да, и в той же Гагре. В Сухуми модерн, он такой смешанный, то есть чистого модерна нет. Все да, все равно всегда мы встречаем, да, мы называем здание, что построено, например, в стиле модерн, в эпоху модерна, но мы видим либо в объемах классицизм, либо мы видим в отделке фасадов барокко, классицизм, ну, опять же, называем модерн, но видим детали и неоклассики, и барокко, и даже готики. Вот. Ну, конкретно про это здание хочется сказать, что оно тоже мое самое любимое в Сухуми, но оно тоже не является ярким представителем в плане вообще в принципе здания в Сухуми, но это не совсем модерн. Модерн тут мы видим в основном в деталях, и, конечно же, модерн дальше, я думаю, мы посмотрим в интерьере здания, конечно. Вот. Что касается данного здания, это больше формы неоклассицизма и детали в стиле модерн. Ну вот смотри, вот это вот по центру фасада я бы хотела, чтобы мы разобрали с нашими и показали нашим телезрителям здание, оно на 2 улицы, значит, фасадом выходит. Да. Но по центру это вот в виде эркера, можно сказать, центральная его часть? Ну, я думаю, что можно сказать, это, да, башнеобразный объем, как бы является акцентом, я бы сказала, всего здания. Да. Здание симметричное, что характерно как раз для неоклассицизма, а не для модерна. Вот, да. И этот башнеобразный объем поддерживается 2 колоннами на 2-м этаже, если вы видите. Да. Сверху купол, вернее, поддерживается колоннами чешуйчатый, что характерно для модерна. Вот, купол такой причудливый. У нас в Сухуми тоже есть здание, я думаю, вы тоже знаете. Зрители, я думаю, тоже видели по Сухуму, если гуляли. У нас есть такие здания, где такой же, ну, похожий купол с такой же отделкой, чешуйчатой, в смысле металлический. Вот эта круглость балконов, ну, это тоже вот это закругленность, такая завершенность, это характерно да, для этого. Как мы видим, здание разделено на ряд прясел, да? Ну вот мы видим, что где-то есть руст, то есть рустовка, где-то она, получается, идет без декоративной отделки под шубу, а вот лопатки, получаются фланкирующие прясла, они как раз у нас идут с обработкой под шубу, так называемую. Где-то мы видим прясла, которые не декорированы рустом, они просто идут выкрашены в светло-розовый, так называемый цвет. И, кстати говоря, заметьте, что на фасаде мы видим, это тоже как бы прием, основные как бы части поверхности фасада, то есть там прясла, например, да, они выкрашены в светло-розовый цвет, а детали, которые выпирают, то есть декор, да, лепной на фасаде, он выкрашен в белый цвет. То есть вот. Это такой контраст, да, приятный, пастельный. Да, модерн, кстати говоря, еще мы здесь наблюдаем ну, я бы сказала, в особенности в как раз оконных и дверных проемах, разноразмерных, разные конфигурации. Когда мы видим на фасаде несколько, например, арочные, там циркульные какие-то, полуциркульные окна или формы омега, например, это точно модерн. Ну, да, и вот поэтому здесь мы с вами наблюдаем и арочные окна, и окна конфигурации мягкого квадрата есть тоже тут. Вот. И вот эта гнутая рама деревянная, это все тоже модерн. Вот эти усики, растекловка, да, характерная. Это все, конечно же, нам говорит о модерне. Также вот окна, если вы заметили, обрамляют лепные наличники. Каждое окно, кстати говоря, разного размера, ну это мы уже сказали, разной конфигурации, оно тоже вроде бы орнамент, рисунок похож в декоре, но все равно отличается. Например, где-то мы видим, что спускаются гирлянды, да, где-то мы видим дальше лучковый архивольт, вот, который там
декорирован тоже по-особенному. Вот. Но сейчас конкретно, если говорить про вот этот башнеобразный объем, он тоже, вот, если вы заметили, в данном месте окна более вытянутые. Да. Окна завершаются, и следом идут кронштейны, если вы заметили, да. Тоже, они тоже декорированы по-особенному, там спускается тоже какая-то ветвь растительная, что тоже нас отсылает к модерну. Дальше идет, получается, эти кронштейны поддерживают полукруглый балкон, ну, можем назвать это лоджия, так как она перекрыта сверху. Вот. А эта лоджия, она ограждена балюстрадой. Дальше мы видим две прямоугольные колонки, которые поддерживают, купол. Да, купол. Да, и также мы видим арки. И они, если видите, абрис вот этой арки, он тоже разный. Ну, наверное, я думаю, что как-то, чтобы поддержать весь рисунок всего здания. Следом мы видим лепной декор, опять же, конкретно розетку с годом строительства здания. И с двух сторон мы видим филенки. Да, филенки. Чуть выше уже мы видим тоже декорированный, да, карниз, который повторяет вот эти растительные формы, изогнутые двух симметрично расположенных частей здания от, получается, купола. Да, и там же мы видим сухарики, либо дентикулы, как, да, мы их называем. Вот. И следом уже выше мы видим фриз, который декорированным, характерным как раз для модерна декором, это гирлянды, да, лепной декор, гирлянды. Ну и сверху опять же идет у нас карниз и тот самый шикарный купол металлический, чешуйчатый, вот, со шпилем. Ну, как ты думаешь, вот эта чешуйчатость купола, это как бы намек на то, что мы морская территория? Может быть? Может быть, но не знаю, просто, ну, смотрите, может быть, а сейчас еще можно провести параллель, что это же как бы модерн, это не только растительный мир, но и животные, это же связь именно с природой, поэтому, возможно, и там какую-то параллель провести с морским миром, с рыбным, возможно, не знаю, но мы видим, что и в Европе, конечно же, и в России тоже использовался такой прием в виде чешуйчатого купола. Сабина, скажи, пожалуйста, но шпиль – это все-таки элемент готики? Да, в готической архитектуре, конечно же, тоже. То есть можно сказать, что здесь и элемент готики можно, тоже? и элемент барокко, и готики, да, все-таки смешение есть стилей. Обязательно, да. Здесь эклектика. Сабина, ну вот со стороны улицы Басария сразу видно, где здание аутентично, а где его пристройка. Потому что вот, хотя поздние строители попытались сымитировать, но разница все-таки видна, согласись. Да. И что ты скажешь об этой форме фасада? Ну, этот фасад, он, как мы видим, симметричный. Да. Если не считать вот ту часть, которую пристроили позже, да. Тут мы с вами видим два симметрично расположенных аттика. Аттик – декоративная стенка над карнизом крыши. Здесь, кстати, хорошо видно вот это чередование рустованного фасада, да, рустованных прясел и просто гладких. Эти аттики тоже вот в верхней части повторяются, там и карниз повторяется с таким же декором и с этими изгибами, растительным орнаментом. Но самое, наверное, важное сказать, что в верхней части самой аттика там расположена розетка, и на ней расположены инициалы как раз владельца, первого владельца этого здания, Христофора Самуриди. Скажи мне, Сабина, мне как любителю архитектуры, вот эта выступающая часть здания, это ризолит? Да, это ризолит, можно назвать, да. То есть ризолит – это какая-то часть фасада, которая выступает на несколько сантиметров от основного. Да. Единственное, на этих фасадах, получается, у нас появляются два аттика, что нет на другом фасаде.
Сабина, ну вот уже со стороны улицы Айдгылара совсем другое перед нами композиционная какая-то часть. Охарактеризуй нам, пожалуйста, вот это окно с этими колоннами. Да, ну здесь у нас получается есть центральный вход, и относительно него уже асимметричные стороны. Совершенно другой объем по этажности, он одноэтажный, и в отделке тоже присутствуют элементы, которых нет во всем здании. Ну, что касается отделки, здесь мы видим тоже рустованное прясло, а с двух сторон, которое фланкируется лопатками, тоже напоминающие квадры. Вот. И самое главное, здесь мы видим, опять же, лепнину. Да, лепной декор. Лепнина – главный стилеобразующий фактор стиля барокко. Но самое главное, мы видим две колонки каннелированные, которые завершаются композитным ордером. Вот. И они поддерживают, получается, архивольт лепной, да, и сверху мы видим уже элемент, картуша называется, и венчается эта картуша раковинообразной какой-то формой, тоже вот, ну, морская тема получается. Ракаэль – элемент орнамента, основанный на мотиве стилизованных раковин, цветков. И, естественно, здесь же мы видим красивую растекловку, гнутое дерево, что характерно, естественно, для модерна. Для модерна очень. Да. И эта дверь центральная, она, конечно, очень удивительна. И самое интересное, что сохранена, несмотря на такую некоторую ее заброшенность в плане реставрации. Что ты скажешь? Да, вообще хотелось бы сказать, что в принципе здание само сохранилось очень хорошо, да. Слава богу. Ну и дверь, конечно, она тоже, ну, она вообще без слов шикарная, и она сохранилась хорошо. Естественно, требуется реставрация, но слава богу, что можно еще все спасти. Из пепла возрождают, и я думаю, что это точно мы сможем сделать. Но она, конечно, она на самом деле, как мы с вами обсуждали, как портал в Нарнию, она уже завораживает вот этими резными растительными элементами и вот этой ковки, которая находится на стекле, вернее, перед стеклом. Да. Да, и верхний элемент тоже, если вы заметили, можно сказать, фрамуга, которая такая с усиками, с растекловкой красивых. И вот это окно, которое вот как раз тоже чуть-чуть напоминает нам барокко, барочный стиль. Да. Вот. Но это вообще, конечно, как отдельная часть, наверное, здания, можно эту дверь выделить прям вот как произведение искусства. И, естественно, это все венчает просто невозможно красивый и такой характерный, можно сказать, для Сухума навес. Навес, да. Либо козырек-балдахин, можно так выразиться. Вот, он металлический, и вот мы видим, что вот эти чередующиеся детали, как аркада, это все металл. Да. И сверху мы видим тоже красивый резной портик. Ну, это тоже такая характерная очень деталь для этого здания. Сабина, ну со стороны сада фасад уже совсем другой. Что ты скажешь об этом? Да, фасад поменялся за счет того, что в советское время пристроили дополнительные объемы. Вот, и, конечно, сейчас он такой разноплановый стал. И ну, здесь мы, когда со стороны сада смотрим, конечно, на фасад, мы видим, где начинается. Даже, я думаю, что не обязательно архитектору, обывателю тоже видно, потому что другой фасад, который новый пристроили, да, он такой больше какой-то не декорированный, какие-то объемы такие грубые, монументальные, вот. Но здесь мы видим, да, красивый очень балкон,
И снизу на первом этаже мы видим, скорее всего, когда-то там была красивая группа, тоже входная, с которой можно было войти в чудесный сад с экзотическими растениями. И сад это было, наверное, как продолжение всего архитектурного ансамбля. Вот здесь очень красивая ограда с вазонами тоже того периода. Мы видим, что сохранилась кованая ограда, ну, лестничная. Вот. Надеюсь, когда-то, да, воссоздадут эту дверь, которая была, облагородят сад, и здесь все будет так же, как и когда-то. Сабина, а я вот хочу обратить твое внимание на элемент, который во фрамуге входной двери круглое отверстие и повторяется в парапете балкона. Да. То есть вот не все просто так. Да, не все просто так, конечно. Вообще в модерне нету случайных деталей, нету случайных элементов. Каждая деталь на фасаде либо в интерьере, она всегда обязательно что-то значит. Несет какой-то смысл. Смысл, символ. Вообще, в принципе, в модерне очень много символизма, мистики. Ну, я думаю, что в интерьере мы как раз поговорим об этом больше. Сабина, ну вот окна, которые, конечно же, вот современные окна из пластика, они диссонанс все-таки вносят. Что конечно, вы скажете, это как архитектор? На самом деле, конечно же, это вообще недопустимо. Такое здание, во-первых, это памятник архитектуры. Это все, конечно же, должно быть выполнено как нужно, да. И окна, и дверь, которая сейчас металлическая, которая ведет на балкон. Мы видим, что она сейчас вообще никак просто не стыкуется и не вяжется с фасадом. И вообще с этими шикарными деталями, и даже кондиционер, который там висит. Когда-то, когда это будут реставрировать, это все, конечно же, должно быть исправлено и сделано. Тем более у нас здесь как бы сохранились же другие окна, мы знаем, какая здесь была растекловка, мы знаем, какие здесь были двери. То есть воссоздать это легко. Насколько важно сохранить аутентичность этого здания? Мне кажется, что не только этого здания, а вообще в принципе наследие, которое нам досталось, да, сейчас говорю конкретно о наследии конца 19-го, начала 20 века, это здание, в основном это здание в стиле модерн. Вот. Конечно же, мы должны его сохранить. Вот мы знаем, что в Гудауте вообще считанное количество памятников архитектуры, и в то же время были памятники архитектуры в стиле модерн, и мы видим, что они утрачены, да. И это просто невозможно никак просто с этим смириться. Да, смириться. Да, согласна. В Сухуми я надеюсь еще, что здания, такие особняки в стиле модерн, они сохранены, они есть, и их можно еще сохранить. То есть самое главное просто... Мне кажется, сейчас это может как-то будет грубо сказано, но не уродовать это. Но даже если нет такой возможности финансовой, мы понимаем, что, например, такие гнутые деревянные проемы сейчас это финансово может быть сложно делать. Но мне кажется, переделывать ради этого конфигурацию проема, да, закладывать какие-то проемы оконные, арочные и делать из них что-то непонятное, это мы тоже не вправе. Поэтому, конечно, до лучших времен хочется это все, насколько возможно, сохранить, не утратить и пока что хотя бы законсервировать в таком виде, в каком это есть. Конечно, это уникальный институт, уникальное здание, это храм науки. Я не хочу ничего трогать, для меня это важно. Да, хочется обновить лучше, но под словом «обновить», если это будет разрушение, то старое, историческое, то это великий грех. Для меня все, что... Пусть это будет какой-нибудь маленький знак, но это раскрывает историю. Я не хочу что-либо поменять старое на новое. И потому и строители, и руководство нашей страны неоднократно
отправляли строителей, я всем рассказываю, что мы должны сохранять окна, мы должны сохранять парадная дверь, которая это уникальная. В этом заключается вот история нашего института, история вообще здания. Семен, ну вот мы в фойе первого этажа, и здесь вот эта знаменитая фреска художника-декоратора Пигита. Очень многие предлагают избавиться от нее, мол, она не ценная. Но ты как художник что скажешь, как архитектор? Ну, я хочу сказать, что в первую очередь, что я бывала во многих особняках и стиля модерн в Сухуми, но такого я не видела нигде. То есть это прям уникальный интерьер, и который сохранился, слава богу, до наших дней. И ну, есть, конечно, какие-то детали, которые нужно будет отреставрировать, но я думаю, это будет не проблема для наших абхазских художников-реставраторов. Как раз тут, опять же, мы видим слияние двух стилей: модерна и классического стиля, потому что ну, в данном месте, где мы сейчас с вами находимся, мы здесь видим больше модерна. Здесь растительные орнаменты видим, мы видим маки, ирисы, очень много лепного декора, потолочного, карнизы потолочные, лепные с гирляндами, и это все как бы переплетается в виде растений и так далее. Естественно, это все что-то символизирует. Ну вот, например, там те же маки, они символизируют спокойствие, сон, вот, а ирисы, они символизируют величие. Да, и вот находясь здесь, мы понимаем, насколько строительство такого здания, виллы, особняка было дорогое на тот даже момент. Ну, сейчас даже слов нет. Я не представляю вообще, как это возможно было сделать в те времена. По тем временам? Да. Ну, роспись целой комнаты? Это роскошь на самом деле. Ну и, естественно, мастерство художника здесь просто невозможно переоценить. Вот. И лестница тоже говорит нам о том, что ну, вот она тоже мраморная, с такой ковкой. Это все говорит на самом деле о том, что о дороговизне строительства. Вот. И хочу сказать, что ну, здесь, да, конкретно тут мы видим больше растительные орнаменты, и розетка тоже цветочная такая. А, например, в следующем помещении мы можем видеть там классические детали. Это, например, классические розетки с ангелочками. Да, то есть здесь тоже происходит переплетение. Но это, конечно, не может не восхищать. И также, кстати, дверные полотна, если обратить внимание, они тоже расписаны. Яркие краски, яркие детали в виде тех же растительных орнаментов, растений. Вот. И вот эти молдинги на потолке и на фасаде стен выполнены, скорее всего, из гипс. Это гипс, да. Потому что сейчас все это совсем другой материал, и, да. это... Если присмотреться, то они вообще тоже напоминают какие-то кронштейны, как будто они поддерживают вот этот свод. Потолок. Да, да, потолок. А если же приглядеться к потолку, то можно увидеть вот такие фрагменты настоящей живописи. Да, да. Полутона, свет, тень. Здесь полноценное полотно, можно так сказать. И это я бы, например, это даже выделяла вот как отдельная еще дополнительная часть. То есть как будто внутри объекта мы попадаем и видим еще один арт-объект, современным языком выражаясь. Вот. И, кстати, вот сейчас мы с вами стоим, я еще больше разглядываю детали и вижу схожесть какую-то даже с фасадом. Там тоже мы с вами наблюдали сегодня. Есть вот эти дентикулы, которые тоже вот напоминают вот и рисунок, который объединяет гирлянды вот эти. Ну, тоже вот какая-то вот
какая-то схожесть, переплетение внутренней и внешней оболочки тоже есть. Продуманность композиции Да. в деталях, Да. в живописи, в каких-то архитектурных вот таких моментах просто Да. поражает. Поражает, да, на самом деле, ну, еще раз повторюсь, что в модерне просто не существовало случайностей, то есть не было случайных деталей. И мастера, архитекторы, которые в то время проектировали и предпочитали, да, придавали больше предпочтения стилю модерн, я думаю, я считаю их гениальными, потому что, ну, все продумано, то есть современные архитекторы, к сожалению, да, редко такое встречается. То есть их можно считать гениями. Сабин, ну особый акцент этого дома, конечно, это роскошная лестница. Да. Ну, хочется сказать, что вообще, в принципе, в модерне часто лестница являлась вообще центром, доминантой, грубо говоря, интерьера, от которой уже все потом подвязывалось, и интерьер, и даже фасад. И здесь тоже лестница, конечно, является значимой частью. Она тут как стержень, находится в центре всего здания, объема и пронизывает каждый этаж. Тут мы видим, что лестницы, ступени лестничные отделаны мрамором, что тоже, ну, как бы говорит о дороговизне. И ковка здесь характерная, она тоже вот такой растительный орнамент, но я как бы в этом еще вижу, если вот приглядеться, я здесь вижу глаза, нос и вот слезы. Если вот приглядеться, даже не приглядеться, а отойти чуть-чуть и посмотреть это со стороны. Вы видите это? Да. Но да. в то же время, естественно, здесь мы видим и листья, да, и вот этот удар бича, вот эти все гнутые линии. Вот. Ну, очень-очень интересная, конечно, лестница. Такие я не встречала. Такую ковку мы не встречали в Сухуми. Сабина, ну вот мы вышли на один из балконов и видим очень близко эти архитектурные детали, эту лепнину, такую красивую, необыкновенную, которая вся на фасаде и по бокам. Итак, все же это барокко? Нет, Это давайте, не да, не барокко. Я думаю, что здесь вот как раз мы видим на вот этих вертикальных спускающихся декоративных элементах, мы как раз видим, ну, лилию, которая тоже отсылает нас к модерну. Но и есть, конечно же, детали и барокко тоже. Также мы здесь вблизи уже видим те самые дентикулы, такой видим красивый вынос в виде этого карниза выступающего. Вот. Также мы здесь видим филенки. В данном случае они, ну, ничем не заполнены, как мы видели, например, на фасаде. Да. Вот. И тут мы как раз с вами наблюдаем следы Советского Союза. Здесь мы видим, что дверной проем, вот, остался только портал от него, вот этот наличник декорированный. Но здесь когда-то была дверь. Сейчас мы видим, что этот проем заложен, и на месте, где было когда-то окно оригинальное, его убрали и сделали сейчас металлическую дверь, то есть проем переместился в другую сторону, к сожалению. Ну, я думаю, что это, наверное, было еще как бы обусловлено тем, что был пристроен новый объем, и в плане, ну, поменялось вот планировочное решение второго этажа, и вышло так, что, наверное, пришлось им это сделать, к сожалению. Ага. А я бы хотела обратить внимание наших телезрителей на вот эти подкарнизные рисунки, вот эти яйцеобразные овы, которые тоже очень украшают фасад здания, да? Да. Хорошо, спасибо, Сабина, было очень интересно. Здания-то все знают, но навряд ли кто-то так вот детально рассматривал.
И я вообще надеюсь, что все зрители ваши и вообще, в принципе, граждане Абхазии, чем больше они узнают об архитектуре вообще страны в целом, не только об архитектуре Сухума, я надеюсь, когда они смогут детально рассмотреть, понять, что каждая деталь здания, она не просто так там очутилась, каждая деталь чем-то обусловлена и что-то символизирует, и творец, архитектор, что-то хотел этим сказать людям. Вот, и когда они все узнают об этом, я так надеюсь, я так думаю, что у них просто не будет шансов, и они полюбят это, полюбят архитектуру, полюбят свою страну, свой город и начнут более ответственно относиться к зданиям. Будем надеяться. Надеемся. Продуманность интерьера поражает воображение. Так, например, завитки ракальи в лепнине окна повторяются в деревянной части двери. Цветки лилии в ковке на двери повторяются в тротуарной плитке перед крыльцом. Ремонт этого уникального строения в стиле модерн, конечно, должен быть щадящим и корректным. Особняк эшерского князя Джото Чачба следует сохранить в таком же первозданном виде для потомков, каким видим мы его сегодня.